Здравствуйте, дорогие телезрители! Вы смотрите летний эфир. И с вами я, Дарья Анкехова. Буквально завтра весь мир отвечает Всемирный день бездомных животных. И эта дата считается больше не праздником, а поводом обратиться к проблеме бездомных животных и рассказать максимальному количеству о их трагической судьбе. По всему миру в этот день проходят различные благотворительные акции, а также мероприятия. И наш город не стал исключением. Ведь именно завтра на площади Орджоникидзе состоится ярмарка пристройства бездомных животных «Хочу домой». Именно об этом мы сегодня и поговорим. Ну что ж, в нашей студии сегодня люди, которым не безразлична жизнь бездомных животных в нашем городе. Давайте знакомиться. Рядом со мной справа находится Марина Сантаева. Марина у нас является директором благотворительного фонда «Белый бим». Слева от меня находится Ольга Алексеева. Ну, все, наверное, многие узнают ее как леди-саксофон. Она также имеет отношение к проблеме бездомных животных. Значит, далее у нас сидит Виктор Зязев. Виктор Зязев является у нас волонтером. И Мария Миронова, она у нас ветеринарный врач. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, Марина, наверное, вы, как директор благотворительного фонда, расскажете нам больше всего информации о том, как же обстоит дело вот именно с бездомными животными в нашем городе. Но для начала расскажите про свой фонд, как давно он появился и почему вы назвали его «Белый бим». Наш фонд очень молодой. Мы зарегистрировались в декабре 2016 года, то есть нам чуть больше полугода. А название появилось благодаря моей собственной собаке, которая тоже была подобрана 2 года назад, и она очень сильно болела, но выжила вопреки всему. И вот это имя «Бим» стало вот названием нашего фонда «Белый бим». «Белый бим». А где сейчас находится собачка? Дома. Дома? Она с вами, да? Да, конечно. А вот скажите, пожалуйста, для чего вообще, с какой целью вы создавали этот благотворительный фонд и как пришла вообще идея создания данной организации? Началось все с WhatsApp-групп волонтерских, которых очень много в Якутске, именно зоозащитных волонтерских групп, их огромное количество. Ну вот появилась идея, что они очень разрознены. И идея была в том, чтобы объединить все-таки волонтеров, да, под знаменем какой-то одной организации. Потому что к организации, во-первых, лучше прислушиваются, ну, структуры, с которыми мы в силу каких-то обстоятельств вынуждены работать, да, с властными структурами и так далее. А во-вторых, самим волонтерам, ну, как мне кажется, нужно объединение некое. Вот, ну, мы считаем, что вот как раз организация как раз и может их объединить. То есть, примерно какое количество волонтеров сейчас объединяете? Сложно сказать количество, сложно назвать очень количество, потому что групп по-прежнему очень много волонтерских. Ну вот в нашей WhatsApp-группе около 70 человек. То есть это достаточно много, да? Да, это мы считаем, что это много. Что касается завтрашней ярмарки, как часто она проходит? Это, наверное, не первая акция, да, в нашем городе. И какое участие завтра принимаете вы? Мы первый раз завтра выступаем организаторами этой ярмарки. Такие ярмарки в нашем городе уже были, но, я повторюсь, организаторами «Белый бим» выступает впервые. Да. Вот, поэтому мы немножко волнуемся, но надеемся, что все хорошо получится. Что самое главное, чтобы животные, которые будут пристраиваться, чтобы они нашли дом. То есть это основная цель. Завтра будут присутствовать различные животные там, и, возможно, кто-то из них сможет найти своих хозяев, да? Да, это основная цель. Это будут и щенки, и котята, и взрослые собаки, и кошки. И мы вот очень надеемся, что ну, хотя бы какая-то часть, все вряд ли будут пристроены, но хотя бы какая-то часть будет пристроена, найдет свои дома. Ну, раз уж вы уже затронули тему ваших прекрасных волонтеров, у нас сегодня в студии находится Виктор Зязев. Виктор, здравствуйте. Вы являетесь волонтером. Как вы попали в эту группу и с чего все началось, именно ваша деятельность? Попал я практически случайно. Ну, опять же, это все благодаря WhatsApp. Появилась вот группа любителей французских бульдогов. Меня туда включили. Ну и как-то года 3 назад девочки попросили меня в помощи поиска потерявшегося француза. Ну вот с этого все и началось, так как безучастно я не мог к этим вопросам относиться, потому что сам имею 2 французов, одного старичка 12 лет, и в прошлом году взял на временную передержку себе,
Ну, вот так она и осталась, уже второй год живет, француженка. То есть вы в основном занимаетесь пристройством именно французских бульдогов, да? Ну, в основном, да. Ну, и помогаю вот и Белому Биму, ну и по возможности другим волонтерам. То есть здесь необходимо отметить, да, дорогие телезрители, о том, что не только, да, ну, беспородистые собаки, да, оказываются на улице, а также, допустим, и такие породистые собаки, как французский бульдог. А как вы думаете, вот почему люди даже к таким вот собакам относятся вот так халатно? Ну, во-первых, мне кажется, что как достаются они совсем дешево, потому что у нас в городе практически 99% французов без документов. Вот. Во-вторых, вяжутся они, соответственно, непланово. Собаки все, получается, в основном 90% больные все. Ну и люди пытаются избавляться. Не получается, кидают объявления, все, не получается их отдать, просто-напросто выкидывают на улицу и все. Даже в наши суровые якутские зимы. А я знаю, что у вас есть опыт даже вот именно пристраивать французских бульдогов даже в другой город, да? Вы сотрудничаете, по-моему, если не ошибаюсь, с Магаданом. Сотрудничаем с магаданскими волонтерами, потому что у нас сейчас критическая ситуация здесь. Очень тяжело взрослых собак пристроить, ну, именно вот по французским бульдогам. И вот магаданцы нас очень хорошо выручают. То есть вы, ну, у вас есть статистика, может быть, какая-то небольшая? Вот лично благодаря вашей помощи, вот сколько французских бульдогов нашли своих хозяев? Ну вот именно в этом году уже 6. 6 только за год? 6 за полгода, ну практически полгода вот эти вот. Сейчас вот у нас еще 2 сидит, ждут руки. Отлично. Ну что ж, конечно, наверное, тема бездомных животных, в особенности собак, это, наверное, одна из таких острых, да, тем. И здесь необходима консультация обязательно ветеринарного врача, да. И здесь у нас сегодня в студии Мария Миронова. Мария, вот скажите, пожалуйста, на что нужно обратить внимание в первую очередь, когда ты подбираешь животного, да? Что может насторожить и вообще что нужно делать, если все-таки вот сердце твое подсказывает, что это твой питомец? Здравствуйте. Меня очень радует, что у нас люди подбирают животных, да, что у нас волонтеров больше становится. Это очень замечательное дело. Да. Но если вы решили подобрать животное и хотите оказать ему помощь, вы не просто его подбираете, оставляете его себя дома и там подаете объявление. Вам нужно проследить за этим животным хотя бы в первые сутки. Да. Вы должны обратить внимание, ест ли это животное, да, потому что любое заболевшее животное, оно откажется от еды. Оно должно быть активно. Если животное лежит, не реагирует на какие-то прикосновения, на что-то, это повод для беспокойства. Пронаблюдайте за стулом. Да? Стул обязательно должен быть нормальный. Да? Никакого мягкого стула, там, кашицеобразного. Это ненормально. Никакой рвоты, чихания, кашля этого не должно быть. Никаких видимых повреждений не должно быть. Лысин, каких-то травм, хромоты не должно быть у животного. То есть вы в первые сутки, если пронаблюдали животное, ничего из этого не заметили, не считайте, что с животным все в порядке. Все равно сходите в клинику и покажите ветеринару, потому что только специалист может заметить то, чего не заметили вы. Но вот в первую очередь, ну вот этот вот коротенький список. Ну, то есть внешний вид и состояние именно Да. в первые сутки, Да, да? в первые сутки. Хорошо, а следующий вопрос. А вот, допустим, если вдруг видите отклонения, да, какие-то в животных, да, обращаешься сразу в ветеринарную клинику или все-таки можно первую помощь оказать вот именно, если больного животного подбираешь? Ну, все, конечно, зависит от проблемы, случая. какую вы заметили проблему. Но если есть возможность, лучше в первые сутки, да, потому что любое заболевание, которое лечится не запущенное, оно легче поддается лечению, потому что пару дней иногда могут оказаться роковыми, да, для некоторых заболеваний. Ну, многие, наверное, еще и боятся брать бездомных животных к себе, потому что есть наличие своих домашних питомцев. И здесь возникает вопрос, нужен ли карантин для именно, когда вы подбираете животного с улицы, дабы твои домашние питомцы ничего не подхватили и не заразились? Конечно, конечно, карантин нужен, да, и если вы планируете брать животных, да, ваше животное, которое у вас уже существует, оно должно быть привито и обработано от паразитов. Это снизит риск заражения, да, во-первых. Во-вторых, если есть возможность, проведите
карантин в отдельном помещении от вашего питомца, да. Это даже может быть в отдельной квартире, где-то у друзей, может быть, у соседей. Если возможности нет, это отдельное помещение в квартире с отдельной миской, с отдельным лотком, с отдельным кормом, с абсолютно совсем отдельным. Вот. И никаких контактов в течение 2 недель. То есть не 2-3 дня, а потом знакомите их, да, а все отдельно в течение 2 недель, как минимум. Ну, что касаемо домашних животных, понятно, но и многие ведь боятся и сами подхватить, да, какие-то инфекции, да, особенно дети, если есть наличие, да. Вот прям настораживает именно этот момент. Что, как можно вот себя обезопасить? Ну, в этом некоторые случае? риски есть, да, допустим, те же самые грибковые заболевания, там, в простонародье его называют лишаем, да, это дерматофитозы. Просто обычные меры гигиены. Опять же, карантин 14 дней. Мы ребенка не подпускаем, желательно в течение 14 дней. Если все-таки контакт происходит, моем руки, все обычные меры гигиены. Большинство вирусных заболеваний, там чума, там энтериты, они гигиеной можно соблюсти такое. Но если, конечно, говорить об особо опасных заболеваниях, да, опять же, мы животное, когда подобрали, показываем ветеринарному специалисту. Не надеемся на свои навыки, что мы все знаем, а показываем специалисту, который исключит вероятность заражения. И опять же, правильный карантин. Ну хорошо, если, допустим, повезло и вы подобрали совершенно здоровое животное, да, как часто нужно проходить обследование и вообще вот, как обеспечить здоровье этому питомцу? Ну вот прошли наши 14 дней, у нас ничего не случилось, все прекрасно, животное кушает, чувствует себя хорошо. Опять же, если вы сходили в ветеринарную клинику, специалист даст вам рекомендации в первый же день приема. То есть вы должны сначала животное обработать от паразитов, это даются препараты, и через неделю обязательно провести полную вакцинацию животного. Это делается, как правило, раз в год, у щенков делается это дважды, там, по определенным интервалу, да, и профилактические обработки от паразитов раз в 3 месяца в идеале, хотя бы раз в полгода делаете. Если вот эти основные моменты соблюдены, риск заражения инфекциями минимален. Но также нужно, конечно, полноценный рацион, да, то есть животное не должно питаться какими-то отходами со стола, да, то есть должен быть либо качественный корм, либо отдельно для него готовить обычную пищу, там каши с мясом плюс витамины, да, то есть это как бы снизит риски проблем, да, потому что плохое кормление для бездомыша это не лучший вариант, потому что ему нужно восстановиться, он провел на улице достаточно большое время, да, ему нужно хорошо То есть питаться. правильное питание – это также залог того, Конечно, что конечно. животное будет здорово, да, несмотря на то, что, возможно, оно там прожило на улице много лет, да? Ну что ж, дорогие наши гости, у нас сейчас будет небольшая, короткая совсем рекламная пауза, после которой мы обязательно продолжим нашу интересную беседу. Вы не переключайтесь, дорогие телезрители, оставайтесь с нами. И снова здравствуйте, дорогие телезрители. Мы продолжаем наш летний эфир. И сегодня в этой студии мы обсуждаем одну из самых актуальных и острых проблем нашей современности. Это тема бездомных животных. И в нашей студии сегодня люди, которым не безразлична судьба каждого бездомного питомца. И мы обсуждаем сегодня тему именно как помочь, как привлечь массовость к этой проблеме. Да? И у нас сегодня представитель шоу-бизнеса нашего местного, да? Наша местная эстрада. Это леди-саксофон Ольга Алексеева. Оля, расскажи, пожалуйста, как ты когда-то помогла бездомным животным? Ну, это было совершенно неожиданно. Мне позвонила моя подруга Евгения, сказала, что нужно срочно помочь. Через полчаса нужно быть в аэропорту уже с собаками. Вот. Но все сложилось так удачно. Я была недалеко как раз. И быстро доехала до гаража, где была собачка и щенки. И вот была сопровождающая девушка там, мы все вместе это загрузили в машину, там было, щенков немало, щенков 7, наверное, было, таких уже большеньких. Вот отдельно в контейнер щеночки, отдельно маму. Привезли в аэропорт, там нужно было перевести их уже в контейнер большой, чтобы они вместе летели, потому что я еще удивилась, спросила, как же они будут 6 часов лететь, да? Кушать же захотят за это время. Вот в большой этот контейнер мы его собрали и уже отправили туда на досмотр. Ну, это, конечно, совершенно другое ощущение, когда путешествуешь со своими питомцами, чем там с сумками и чемоданами.
Вот, но все это возможно пройти. И я была очень удивлена тому, что именно в Москве нашелся человек, который вот взял эту собачку со щенками. Здесь вот не было То есть желающих. и такие случаи бывают, да, что Да-да-да. люди аж из других городов забирают, тем более большое количество собак. Да. И маму, и 6 Да, щенят, да? 8 собак получается. С ума в целом, сойти. да, Ну 7 и щенков когда и ты собака. соприкоснулась вот с такой акцией, да, наверное, все равно в глубине души есть какая-то гордость или какое-то чувство, знаешь, того, что ты соприкоснулась вот с этим добром. Ну, конечно, мне было так приятно, что я смогла помочь. И, в общем-то, если что, обращайтесь. То есть, Перевести смогу. то есть в плане перевозки животных бездомных ты готова Да, без- помогать. без проблем. Ну и, конечно, ты выступаешь на таких благотворительных концертах и мероприятиях именно в помощь бездомным животных, который вот, например, будет завтра, да? Завтра ты также принимаешь завтра я активное выступаю, участие, да? То есть ты своим творчеством также стараешься привлечь внимание к этой проблеме. Да, мне будет очень приятно выступить. Мгм. Ну что ж, раз уж мы затронули тему того, что бывает такое, что из других городов, да, люди откликаются и, ну, берут животных к себе. А у вас такая практика тоже существует ведь, да? Да, в декабре, ноябре, ну вот зимой прошлого года, получается, очень активно в нашу проблему подключились москвичи, действительно. Ну, все, наверное, помнят, какой был резонанс по этой теме, да, связанный именно с пунктом передержки животных, якутским пунктом передержки. И этот резонанс вот дошел до Москвы, до больших городов, и москвичи сейчас вот очень активно помогают нам в пристройстве. И действительно есть очень много историй, они прекрасные истории, когда животные находили хозяев не только в Москве, но Москва это как перевалочный пункт. Но москвичи вот именно этим активно занимаются, продолжают заниматься, они продолжают пристраивать наших животных, ну, которых они видят, там, они в нашей группе, вот, допустим, несколько москвичей. И таких историй, слава богу, очень много. Ну, очень здорово. Ну, Марина, я знаю, что не все ведь так хорошо и безоблачно. Ведь зачастую к вам в благотворительный фонд попадают именно больные собаки, либо собаки, пострадавшие от самих же людей. И такие истории есть. Вот у нас, дорогие телезрители, сейчас есть несколько фотографий таких вот питомцев, которым помогла Марина и благотворительный фонд «Белый бим». И расскажите немножечко нам, пожалуйста, о нескольких из них хотя бы. Ну, самая, наверное, свежая и жуткая история – это история Дарси. Дарси, по-моему, сейчас знают вообще не только в Якутске, но и за пределами. На этой истории пытались даже спекулировать мошенники из других городов. Да, Дарси сбила машину рядом с районом аэропорта. Эта улица называется Севастопольская. Он был в чудовищном вообще состоянии. У него был выбит глаз, вылетел полностью. В общем, был прокушен язык. Язык вывалился наружу. Он был огромный, синий и страшный. Сказали, что собака полностью глубокий инвалид, если она выживет. И выживет ли она вообще, ну, это большой вопрос. В итоге собака выжила. Она выжила, Да. несмотря ни на что. Да, это было, конечно, страшно вообще. А где сейчас находится Дарси? Дарси в Москве, кстати. Дарси в Да, Москве у Дарси нас. улетел 2 августа в Москву. Он находится сейчас у прекрасного куратора, у девушки по имени Камила. Она занимается его реабилитацией, скажем так, и возможным пристройством. Но она сказала, что если не найдутся руки лучшие, чем у нее, то она оставит его себе. То есть она как бы Еще у нас есть несколько историй, да? Да, а последняя, кстати, история, это черныш, которого мы подобрали, совсем вот недавно, 7, по-моему, августа, на Челюскино, рядом со сгоревшим домом. Челюскино 37/5, ну вот горожане, наверное, помнят, где был ужасный пожар. Вот, его сбила машина, 5 июля это произошло, он то ли отгрыз себе лапу уже, вот эту вот перешибленную, то ли она отвалилась. В общем, мы нашли его, он практически заживо гнил, этот пес. Вот, привезли в клинику Дарвин, пришлось ампутировать ему лапу полностью. Ну, в общем, сейчас он тоже находится на квартирной передержке и восстанавливается после этой операции, после этой аварии, ну, после вообще всего того, что он пережил, потому что выжил он, я не знаю, чудом. Но ему необходимы хозяева. Да. То есть вот, ему дорогие необходимо. телезрители, посмотрите, пожалуйста, возможно, ваше сердце ёкнет, и вы захотите стать хозяином именно для вот черныша нашего, Очень да? прекрасный пес, он вообще просто потрясающий. И еще кто у нас? Есть у нас еще не менее потрясающий пес, это Пикник. Пикник тоже был подобран на улице, тоже
проехалась ему по лапе машина, лапа была искривлена вообще под углом почти 90 градусов. Да. В общем, пикника прооперировали, поставили ему аппарат наружной фиксации, выравнивается сейчас лапа. И вот этот пес, он тоже нуждается в пристройстве. Посмотрите, лапка какая стала у него. Была очень кривая, стала практически кривая. Ну что ж, мне кажется, возможно, эти фотографии покажутся многим телезрителям такими жестокими, да, но мы хотели бы призвать, дорогие телезрители, вас к тому, что вот посмотрите, ведь это все человеческий фактор. Эти животные пострадали от рук человека. И мне кажется, именно такие фотографии, возможно, для каких-то людей станут таким фактором, наоборот, быть добрее, вот таким милым животным, да? А у нас есть еще одна немаловажная тема. Это совсем скоро, ко Дню города, вы планируете воздвигнуть памятник бездомной собаке. Расскажите про это, пожалуйста. Да, 10 сентября мы планируем открыть этот памятник. Не знаю, насколько у нас получится. Сейчас идет сбор денег на памятник. Стоимость памятника 326 тысяч. Мы собрали на сегодняшний день чуть больше 200. Но 120 с небольшими копейками осталось собрать. Если все удастся, то 10 сентября, я надеюсь, мы его откроем. Но памятник уже в разработке, Да, есть макет. да, То есть, и где вы планируете его установить? Он будет установлен возле торгового комплекса Туймада. Он полностью готов. Сейчас должна произвестись его отливка. То есть готов макет его в виде пластилиновой формы, да, гипса и так далее. Ну, остался последний этап — отливка. То есть, дорогие телезрители, если вы вдруг желаете помочь, да, вот в становлении вот этого замечательного памятника бездомной собаки, мне кажется, вы можете найти реквизиты благотворительного фонда «Белый БИМ» и хотя бы вот так присоединиться и как-то помочь вот, бездомным животным. Ну и, конечно, главный герой нашего эфира сегодня в студии. Пару слов о ней. Кто же эта собачка, как ее зовут и в чем она нуждается сегодня? Это Серафима, Сима, девочка. Серафима. Ну, Сколько ей? как мы называем таких собак отказниками, это собачка, от которой отказалась хозяйка дважды. Вот собака пережила, конечно, ужасное предательство. Ее просто выкинули из дома, затем взял другой человек, и в итоге она снова оказалась на улице. То есть ее дважды бросили? Да, ее дважды выбросили. Ну что ж, дорогие телезрители, если вдруг Серафима вам понравилась, мне кажется, она сегодня была очень красива, активна. И посмотрите, какая она послушная. Весь эфир она просидела смирно. Поэтому, если вдруг вы хотите стать хозяином вот такой Серафимушки, пожалуйста, найдите фонд «Белый БИМ». Ну что ж, наш эфир подходит к концу. Закончить эфир я бы хотела словами: не забывайте о том, что мы в ответе за тех, кого приручили. И предоставляю слово леди саксофон, вернее, не слово, а минуту, ведь она исполнит композицию «Какая прекрасная жизнь».